Общественное волонтерское движение «Добровольцы» образовано 20 мая 2023 года в целях поддержки бойцов, участников специальной военной операции. Организаторами и руководителями являются Светлана Архипченко и Галина Васильева. Если в начале пути волонтеры занимались только плетением маскировочных сетей, то на сегодня они шьют дополнительные экипировки, костюмы, плащ-палатки, тепловизионные одеяла, вяжут носки, изготавливают блиндажные свечи. Кроме этого, закупают медицинские изделия, продукты питания и многое другое. Сейчас в движении более 50 филиалов на базе различных организаций города Якутска, в улусах республики, а также в городе Белгород. В одном из самых активных филиалов движения «Добровольцы» в отделении Социального фонда Российской Федерации по республике работа по плетению маскировочных сетей кипит каждый день. С прошлого года, где-то, наверное, в июне, мы пришли на Короленко по призыву, увидели объявление, что требуются волонтеры для оказания помощи по плетению сетей. И вот нас было несколько, наверное, 5 человек, которые пришли на Короленко 6. Мы сразу подключились к этому волонтерскому движению, стали приходить туда, плести сети. Потом уже ближе к осени нас попросили сделать станки уже у себя в отделении, потому что на Короленко не было места. И мы как раз в сентябре, в октябре в наших 2 зданиях, это на Октябрьской и на Халтурина, попросили наших рабочих, чтобы нам помогли сделать станки. И вот мы стали получать материалы. И сначала нас было где-то около 15 человек, потом все больше и больше. И потом ближе, уже в начале этого года, 24-го, в наших отделениях по нашим зданиям практически даже по 2 станка на этажах начали нашу работу по плетению сетей. В прошлом году и в этом году мы не только плели сети, оказывали материальную помощь общественному движению «Добровольцы». Кроме этого, мы также собирали, потому что в нашем отделении у каждого из нас есть родственники, родные, которые принимают участие в специальной военной операции. В прошлом году и в этом году, в начале года, мы собирали посылки и помощь гуманитарную непосредственно для воинских частей. Вот на то количество ребят, которые в подразделениях служат, собрали большой объем помощи. Там и лекарства были, и продукты, и сладкие подарки, и маленькие харысхалы. А в этот раз мы сейчас собираем гуманитарную помощь. Мы уже сделали по направлениям. Мы передадим всю эту помощь нашему добровольческому движению. И уже там определят по потребности. Мы знаем, что есть заказы и на теплые вещи, ну и в том числе на сети. Передадим помощь, и там уже сформируют. Порядка 100 писем уже у нас написано бойцам. Вот, я думаю, что вот эти письма и маленькие сладкие подарки, которые мы приобрели, тоже в рамках гуманитарной помощи, тоже будут направлены на передовую. Ну и, может, не только на передовую, в госпиталь кому-то, может быть, направлены эти подарки. Я хотела выразить огромную благодарность своим коллегам, которые помимо загруженности по работе находят время для того, чтобы плести сети. У нас организовано дежурство, мы в постоянном движении, можно видеть, как коллеги плетут сети. У нас организован график, и по графику выходят работники, плетут сети. Мы филиалом являемся пока в городе Якутске, но у нас сейчас при наших центрах общения старшего поколения, это пока в 7 клиентских службах в районах и улусах,
Там тоже организована работа по оказанию помощи по волонтерскому движению. Там тоже плетут сети, отшиваются костюмы. Вот, например, в Горном Улусе на площадке клиентской службы открыт центр общения старшего поколения. И там наши посетители, пожилые уже, да, в возрасте, бабушки, дедушки приходят и помогают плести сети и шить теплые вещи. То есть волонтерское движение добровольцы, оно набирает достаточно такой большими шагами, темпами идем. Помощь растет, помощь нужна, и мы готовы всегда оказывать поддержку. Волонтер, прежде всего, это неравнодушный человек. Неравнодушный и чувствует, и умеющий сопереживать, сочувствовать именно тому обстоятельству, которое непосредственно, в которое дело он вовлекается. У нас же волонтеров очень много. Если говорить про наших коллег, то и про наше учреждение, то можно считать, что наше отделение одно большое волонтерское движение, и каждый в душе добр, открыт, сочувствует, очень эмпатичен. И мы же не только помогаем вот сейчас по участникам специальной военной операции, мы приходим в дома престарелых, оказываем помощь. По бездомным животным мы собираем еду и отвозим. Вот есть, значит, у нас на окраине города, да, там, где содержат в вольерах, да, приют для собак, мы туда отвозим еду. Поэтому я считаю, что в любых направлениях, если человек, он по сути сам себе такой вот доброволец и волонтер, именно доброта делает наш мир лучше, добрее и украшает, наверное, нашу жизнь именно такие люди. Начали мы год назад, теперь мы уже второй год плетем сетки. Начали из индивидуальных сеток маскировочных, а там зеленые были, там вот организация добровольцы предоставляли нам материалы, мы им помогали. Ну, сначала мы к ним ходили на мастер-класс, они нам показали, рассказали все, как это делается. Благодаря Марине Евгеньевне и Светлане Архипченко, да, две организации соединились, можно сказать, ради общего дела. Вот с этого года мы начали плести для техники размером сетка 3 на 5 метров. В неделю наша организация делает до 10 сеток, максимум, да, что можно, в свободное время, что наши сотрудники делают. То, что нам дает чувство того, что мы поддерживаем наших ребят, которые находятся в зоне СВО, и что мы уверены, что вот эти сетки, которые мы делаем, и гуманитарная помощь, которую отправляем, она помогает им, потому что обратная связь приходит, да, что вот благодаря вашим сетям запутался дрон вражеский, там граната отлетела обратно, да. Вот, если ты слушаешь такие новости, то появляется уверенность, что мы делаем правильное дело. В нашей организации выставлено дежурство, график. В принципе, каждый сотрудник, он прикладывает тепло своей руки для плетения этой сетки. В принципе, нету такого человека, который стоит в стороне, все причастны к этому. Дружный коллектив Молодежного совета отделения Социального фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия активно содействует социальному, культурному, духовному развитию, патриотическому воспитанию молодежи своей компании. Молодежный совет у нас функционирует с 2018 года. Мы занимаемся тем, что поддерживаем наших молодых сотрудников в любых начинаниях. В основном поддержка имеет такой более дружеский характер. Наш молодежный совет проводит достаточно много мероприятий для поддержки работы социального фонда, в том числе и волонтерской деятельности. В плане волонтерской деятельности в последнее время у нас очень много мероприятий были направлены на поддержку семей участников специальной военной операции. Вот из последних собирали материальную помощь семьям участников СВО. Также осенью этого года мы ездили
собирать ягоды. Вот, и то, что мы собрали за один день, вот, мы отдали семьям. Помощь у нас имеет такой периодический характер. Мы помогаем, чем можем. У нас семей достаточно много. К примеру, есть семьи, которые живут в частных домах. Мы им помогаем при заготавливании дров, вот, при очистке снега на участке. Также, когда нужна какая-нибудь помощь, мы просим их об этом сообщать нам, и по мере нашей возможности мы помогаем. У нас установлено дежурство, вот, и каждый раз, каждый день практически мы выходим и помогаем плести сети. Из сообщений бойца из зоны СВО. Маскировочные сети нужны везде. Они на вес золота. Поэтому, если у вас стоит выбор, чем и как помочь фронту, то сети – это безошибочно. Они спасают жизни многих. Огромная благодарность всем, кто нам их плетет. Я точно знаю, что благодаря вашему ручному труду многие из нас до сих пор живы. В штабе общественного волонтерского движения «Добровольцы» уже образовался свой дружный, сплоченный коллектив. Волонтеры хотят, чтобы до ребят дошли не только вещи, а частичка их души. Вкладывают в посылки письма, иконки, крестят свои изделия, молитвы читают. Я давно работаю, уже тоже с мая месяца 23-го года, уже получается 1,5 года и больше. Вот, приходим тоже почти каждый день. В субботу, воскресенье, вот, бывает остаюсь, потому что внука приводят. Вот, а так приходим работать, то, что знаем, что сети нужны. Наши ребята там нуждаются в сетях каждый раз. Переходя с позиции на позицию, они вообще говорят, что приходится в такой обстановке, старые бросаем, им необходимо новые, поэтому без конца нашему лидеру Светлане поступают заказы. И вот поэтому мы стараемся каждый день плести побыстрее. В других филиалах девочки плетут индивидуальные сети, а мы вот именно вот на транспорт. Сейчас вот такие вот сети. Это вчера показывала Светлана, что там уже травы нету, поэтому вот это вот как песок или грунт. Так что вот такими сетями машины накрывает, боевую технику всю. И сами накрывают располаги там свои, чтобы БПЛА не видели их. Квадрокоптеры тоже. Вначале я дома носки вязала, муж относил в оперативный там центр. Вот. А потом услышала, что вот здесь сходила один раз, мне понравилось, и я вот стала каждый раз ходить. Коллектив очень хороший. Светлана, наша лидер, тоже такая, прямо это всех, очень добрые здесь отношения. Вот. Поэтому кто приходит сразу, им нравится здесь, многие остаются. Вот так и работаем потихоньку, стараемся. И ждем, когда наши ребята вернутся, когда все это закончится. Очень ждем, чтобы ребята все домой вернулись, потому что семьи их очень ждут и надеются, что вернутся живыми, здоровыми. Прихожу каждый день, и каждый день, это минимум, снимаем одну сетку, а так бывает и больше. Кто такой волонтер? Во-первых, наверное, добрый человек и неравнодушный человек, который в такое тяжелое время для страны, он не может в стороне быть. Поэтому вот такие качества. Доброта и неравнодушие. Члены молодежного крыла Народного фронта – активные помощники в штабе добровольцев. Самой юной по возрасту из волонтеров является девятиклассница школы номер 32 города Якутска Ангелина Стацкевич. Мы помогаем народным полкам, помогаем бабушкам, у которых нету внуков, детей, которые одинокие, которые, к примеру, дети войны. Помогаем детдомам. Мы помогаем разгружать груз, материал специальный, то есть сети, ткани. Помогаем запаковывать посылки, плетем сети. У нас много. Да, мы прям активные. Своих не бросаем, мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна, и силы душевной вовек не измерить. Мы, россияне, с нами родная страна. Пусть мысли всех добрых людей оберегом защитным для каждого будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом
поддержим в России сегодня мы вас. Своих не бросаем, всего лишь 3 слова, но в них всей истории вечная суть. Своих не бросаем, так было и будет, и братьям на помощь придем мы опять. Дорогие наши бойцы, я искренне желаю, чтобы вы с мужеством, чтобы вы видели, что у вас здесь надежный тыл. Мы вас поддерживаем, мы желаем вам выдержки, силы духа, и победа будет за нами. Думаю, что скоро мир наступит, и вы вернетесь домой, в свои семьи, и это будет большим счастьем для всех нас. Дорогие ребята, мы все ждем вас с победой. Мы прикладываем все усилия, находясь в тылу, что приближаем победу нашу как можем. Я уверен, что победа будет за нами. Я бы хотел пожелать нашим ребятам выдержки. Мы в вас верим, ждем и всегда поможем. Что бы то ни стало, победа будет за нами. Дорогие ребята, главное, что вернитесь домой. Вас очень ждут. Мы ждем. С победой. Пожелание, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. С победой, чтобы все было у них хорошо. Я желаю вам скорее вернуться домой. Мы вас ждем, любим и ценим. Спасибо вам.